История создания литературного музея Ивана Алексеевича Куратова уходит аж в предвоенные годы. Почему я так говорю? Потому что тогда, в 1939 году, наша республика отмечала столетие со дня рождения нашего первого коми-поэта. И уже тогда на оргкомитете поднимался вопрос о создании музея. И об этом очень четко, отчетливо говорил один из исследователей жизни и творчества Ивана Алексеевича Куратова, Андрей Алексеевич Попов. И только в 1969 году, к тому времени уже наши очень известные исследователи творчества Куратова многое уже удалось найти в архивах страны, не только, скажем, в нашем архиве, но и в архивах Вологды, Москвы, Казани, в Средней Азии. И тогда уже стало возможным открыть литературно-мемориальный музей Ивана Алексеевича Куратова. Первый научный план был составлен заведующим отделом истории Аристархом Михайловичем Рубцовым. И тогда в отделе истории работала Тамара Алексеевна Палева-Широмова. Она выходец с Судары, и она же тогда приступила к созданию, непосредственно к созданию литературно-мемориального музея. Впоследствии она стала Тамара Алексеевна Чисталева, супругой известного нашего ученого-музыковеда и композитора Прометея Ивановича Чисталева. И вот Тамара Алексеевна, она же и стала первой заведующей литературно-мемориального музея Ивана Алексеевича Куратова. Так тогда назывался музей. Почему мемориальный? Потому что, наверное, мемориальным было только место дома, деревянного дома, где снимал квартиру Иван Алексеевич Куратов. А сам музей разместился уже тогда в трехэтажном кирпичном здании на первом этаже этого здания. И всего лишь в одном зале рассказывали о жизни и творчестве Ивана Алексеевича Куратова. Да, литературно-мемориальный музей Ивана Алексеевича Куратова с первых дней открытия стал собирать материалы не только о Куратове и его родственниках, а в целом о развитии литературы Республики Коми, о развитии языка, коми-языка нашего коми-края. И уже впоследствии, когда стали собирать материалы и когда архивы стали пополняться, в музее стали открываться постепенно небольшие выставки. Постоянная экспозиция располагается в 6 залах. На втором этаже 5 залов. И на втором этаже мы рассказываем с XIV века о развитии языка, о создании первой азбуки, первой зырянской азбуки, о развитии письменности. И 3 зала посвящены непосредственно развитию литературы нашей республики. И, конечно же, первый и центральный зал посвящен рассказу жизни и творчества Ивана Алексеевича Куратова и рассказу об истории открытия литературного рукописного наследия Ивана Алексеевича Куратова. В нашем музее представлены даже вот такие габаритные экспонаты. Скажем, вот мы представили буфет, изготовленный отцом погибшего поэта Василия Ивановича Елькина. Он уроженец местечка Кируль, и буфет из того дома, откуда он ушел на фронт. Сундук его жены, и зеркало тоже из этого же дома. И потом личные вещи наших писателей погибших представлены. Например, гитара погибшего поэта Анна Еразмыслова, гармонь погибшего поэта тоже Василия Елькина. Ну и вернувшиеся. Сам еще Геннадий Александрович Федоров, народный наш писатель, дарил при жизни фронтовую шинель свою. Ну, благодаря кому мы имеем архивы писателей, таких как Серафим Алексеевич Попов, Федор Васильевич Щербаков, Геннадий Александрович Федоров, Василий Васильевич Юхнин, Яков Митрофанович Рочев. Это же они сами что-то дарили, что-то уже после их ухода родственники нам передали. 3 дневника в нашем музее. Это рукописные дневники. Они, конечно, разных времен. Например, дневные записки Ивана Степановича Рассыхаева.
в этом дневнике он описывает не только жизнь одной семьи, он описывает, что происходило в нашей стране. Далее следующий дневник – это у Василия Ильича Лыткина, или как мы по-кому его звали, Илья Вась. Он, описывая свою жизнь, 2 года своей жизни в научной командировке в 1926 и 1927 годах в Венгрии и Финляндии. И еще один из уникальных дневников рукописных – это фронтовой дневник Ильи Ивановича Пустина. Содержание этого дневника тоже никого не может оставить просто равнодушным, потому что с таким сердцем, с такой душой он пишет, даже на фронте, он был фронтовым корреспондентом, описывает 43-44 год, как воевали наши солдаты, как он тоскует по родным местам, особенно по своей семье. У него была огромная, большая, не передать словами, любовь к своей жене. Что литературные музеи в сравнении с другими музеями – это необычные музеи. Я всегда помню слова нашего народного писателя Владимира Васильевича Тимина, когда он приходил в наш музей, он говорил: это храм литературы, это храм культуры, это очаг культурного, нравственного воспитания наших людей. И кроме этого еще, конечно, наш литературный музей непосредственно воспитывает в первую очередь уважение к коми-языку, затем уважительное отношение воспитывает и к литературе нашего региона. Бывают такие посетители, которым очень интересно в нашем музее. Вот буквально недавно была студентка из Москвы. Я поразилась. Когда она написала отзыв о нашем музее, такой очень радостный, можно сказать, жизнерадостный, она сказала: я сегодня познакомилась с душой коми-народа. С коми-литературой, значит, с душой коми-народа.